Согласно повестке дня, у нас уже прения закончились. Сейчас я зачитаю резолюцию нашей конференции. Мы должны его принять, и на этом потом дуа, гимн и закончить конференцию. Резолюция итоговой конференции Общественного совета крымско-татарского народа и региональной общественной организации Крым-Бірлігі. Участники конференции Общественного совета крымско-татарского народа и РАО Крым-Бірлігі, представители общественных, общественно-политических, молодежных, профессиональных и иных организаций, общественные активисты, представители различных регионов Крыма, работники образования и культуры, представители научной и творческой интеллигенции, заслушав доклады и выступления делегатов и гостей конференции, обсудим вопросы повестки дня, констатирует следующее. Крымско-татарская общественность в лице Общественного совета крымско-татарского народа и всех входящих в него представителей общественно-политических сил крымско-татарского народа отчетливо ощущает, что свое возрождение и дальнейшее развитие крымские татары могут осуществить только в дружной семье братских народов Российской Федерации, активно участвует в процессе становления нового Крыма, развивающегося в правовом поле России. Всемирное содействие этому Общественный совет крымско-татарского народа считает для себя основной задачей сегодняшнего дня. Мы благодарны руководству Российской Федерации за активное участие в жизни крымско-татарского народа и выражаем надежду на дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество в развитии и укреплении исторического достояния и наследия крымско-татарского народа. Участники конференции Общественного совета и организация Крым-Бірлігі выражают благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказанное содействие реализации строительства соборной мечети в Крыму. Соборная мечеть в Крыму – это главный символ нового этапа в жизни крым-татар на пути возрождения и процветания на исторической родине. Мы призываем все крымско-татарские общественные организации объединиться в стремлении решать вопросы, связанные с политической реабилитацией крымско-татарского народа, его возвращением и обустройством на родной земле, а также поддерживать и укреплять межнациональное согласие и единство на территории Республики Крым. Объективно оценивая общественно-политическую ситуацию вне Крыма и России, а также состояние крымского сообщества на современном этапе, конференция считает необходимым заявить следующее. Первое. Общественный совет крымско-татарского народа поддерживает и считает чрезвычайно важным усилия России на международной арене, направленные на уничтожение террористической угрозы в лице ИГИЛ и предупреждение распространения терроризма на территории Российской Федерации, включая Крым. Общественный совет крымско-татарского народа принципиально осуждает и отвергает политику руководства Украины, поддержки провокационных действий бывших лидеров Меджлиса, которые в союзе с запрошенной в России организацией «Правый сектор» пытаются организовать и практически осуществить продовольственную, энергетическую и другую блокаду Крыма в надежде вызвать обострение межнациональных отношений и общественных волнений на полуострове. Мы призываем дать правовую и политическую оценку деятельности Меджлиса, который состоит из лиц, самовольно присвоивших себе право выступать от имени всего крымско-татарского народа, не получив на это полномочий и доверия от преимущественно большинства крым-татар, проживающих в Крыму и за его пределами. Третье. Общественный совет крымско-татарского народа считает, что основными задачами внутренней политики в Республике Крым на современном этапе должен быть консолидация всего крымского сообщества, понимание целей и задач, поставленных президентом России по перспективному стратегическому развитию Крыма. Активное участие, вовлечение крым-татар в процесс государственного строительства Республики Крым и города федерального значения Севастополя и построение в Крыму гражданского общества. Считая исполнение указа президента Российской Федерации за номером 268 от 21 апреля 2014 года и выполнение программы реабилитации репрессированного
крымско-татарского народа непременным и обязательным условием развития и будущего процветания Крыма, конференция считает необходимым предложить Общественному совету крымско-татарского народа во взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти федерального и республиканского уровня и с поддержкой крымской общественности практически осуществление следующих первоочередных задач. Первое. Проведение комплекса мероприятий законодательного характера по обеспечению имплементации в Крыму указа президента Российской Федерации за номером 268 от 21 апреля 2014 года и закона Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов от 26 апреля 1991 года. Второе. Активное привлечение к работе республиканских и муниципальных органов власти в организациях ведущих политических партий Общественного народного фронта за Россию, в Общественной палате Республики Крым и общественных советах при министерствах и ведомствах Республики Крым специалистов из числа крымских татар, профессионально подготовленных, понимающих и разделяющих государственную политику Российской Федерации и имеющих доверие общества. Третье. Справедливое решение земельного вопроса в Крыму связано с выделением и оперативным оформлением крымским татарам и другим нуждающимся земельных участков для индивидуального жилищного строительства с льготным обеспечением для репатриантов стройматериалов в минимально достаточном объеме и государственным инфраструктурным обеспечением, включая уже существующие поселки компактного расселения. Четвертое. Разработка и внедрение новой концепции языкового образования и воспитания в Крыму, учитывающих конституционные права крымско-татарского народа, особенности крымского многоязычия, культурное, духовное и религиозное многообразие региона. Пятое. Восстановление исторической топонимики крымских татар путем возрождения права на идентичность, повышения статуса крымско-татарского языка и возвращения исторических названий населенных пунктов Крыма. И последнее, шестое. Признание заслуг крымско-татарского народа в Великой Отечественной войне, продолжение работы по увековечению памяти героев, а также воинов, павших в борьбе с фашизмом и жертв политических репрессий. Как вы видите, в резолюции учтены все предложения докладов, выступления, и поэтому хотелось бы поставить на голосование. Кто за данную резолюцию, прошу проголосовать. Кто за? Кто воздержался? Кто против? Нету. Спасибо. Резолюция считается принятым.